Не стала великой актрисой. Сегодня на 80-м году жизни скончалась заслуженный деятель искусства России, заслуженная артистка Татарстана, в прошлом актриса театра имени Качалова, педагог по актерскому мастерству Казанского театрального училища Юнона Карева. Каждому она запомнилась чем-то своим. Для учеников, как вторая мама, для зрителей любимая актриса из фильмов «Место встречи изменить нельзя». Я желаю Татьяне Михайловне набрать курс еще лучше, чем мы, хотя это невозможно. Выпускной в театральном училище. Каждый год Юнона Карева провожала с этой сцены своих студентов во взрослую жизнь. Даже не знаешь, какие слова сейчас найти. Я хочу вам пожелать только одного. Я хочу вам пожелать удачи. А завтра провожать уже будут ее в последний путь. Страшный диагноз онкологии ей поставили 13 мая. И спустя 2 недели актрисы не стало. Последние минуты рядом с ней были ее близкие. Ирина Марцинкевич, студентка самого первого актерского курса Каревой. Я сюда приехала вчера и сразу пошла с ночевой туда. И она у меня вот на руках, то есть мы попрощались. Ну, я не знаю, какой-то долг и я выполнила, и, может, за кого-то выполнила. Но факт то, что мы все ее очень любим. Юнона Карева для Казани личность легендарная. После окончания Московского театрального училища имени Щепкина она стала играть ведущие роли в театре имени Качалова. Снялась в таких фильмах, как «Лунный папа» и «Страна глухих». Я только что узнала и потрясена до слез. Это вообще легендарная личность. Она была очень красивая. Очень красивая, все в нее влюблялись. Влюбился и кумир сотен советских женщин Станислав Говорухин. Они познакомились в 60-м. Дебют в кино состоялся в 1979 году. В фильме «Место встречи изменить нельзя». Режиссером был ее муж. Как я боялась, это ничего не сказать. Как Володя боялся тоже. Он вел себя очень мягко и корректно, потому что он видел, как я боюсь. Пожалуйста, мы вас очень просим, не надо никого наказывать. С мужем их развела судьба. Она же отняла сына. В 2011 году, на 51-м году жизни, умер Сергей Говорухин. Его фильмы мама любила больше всего. Нам удалось связаться с внуком Юноны Каревой по телефону. Она в последнее время очень сильно болела еще до этой болезни, поэтому в Москву она практически не приезжала. Но вы понимаете, вот я в 2011 году потерял отца, в 2012 году я потерял дедушку, в 2016 году я потерял бабушку. И я ее очень люблю и буду любить всегда. Продолжают любить ее и ученики. Уже выпустившись, часто приходили в училище, чтобы просто навестить свою любимую вторую маму. Приходишь в училище, приходишь к ней в дом и чувствуешь что-то родное, что-то близкое. И хочется говорить, конечно, много, но на самом деле слов нет. Юнона Карева проработала в театральном училище почти полвека. Прощание с великой актрисой состоится здесь, в доме актера имени Марселя Салимжанова, завтра, 28 мая в 10 утра. Дина Махмутова, Ильнар Хузяхметов, столица.